пойдет в лабораторию, потому что мы вообще в основном работаем все-таки на реках. Вот. Наша основная задача является изучение, вот на данный момент здесь, изучение, есть ли переток между бассейнами, переток подземный, между бассейнами реки Киласур, Басла, Дзигута. Студенты и магистранты 5 факультетов МГУ уже не первый год имеют возможность проводить зимние каникулы как настоящие ученые в экспедициях. Здесь настоящие исследования, обмен опытом и изучение новой для будущих географов, биологов и даже физиков главного московского вуза территории. Центр МГУ в Абхазском госуниверситете работает с прошлого года, и в его рамках проходят различные события. Нынешнее – одно из крупнейших. Это такая большая комплексная экспедиция с участием более 60 человек, которые в течение недели занимаются изучением геоморфологии берегов. Вы свидетели части работ, которые осуществляются на морских берегах. Эти работы охватывают не только морские берега, а также и речные берега. Для нас это очень актуальное направление исследований. Во-первых, потому что береговая линия Абхазии простирается более чем на 200 километров. И это очень важная с хозяйственной точки зрения зона для республики. И этот процесс очень динамичный. Глядя на берега, может показаться, что это земная твердь, она всегда была таковой, но, к сожалению, это все находится в постоянном движении. И это является самым главным мотивом в изучении для того, чтобы иметь возможность формировать прогнозы. Как рассказывает доцент географического факультета МГУ Екатерина Еременко, основная цель ежегодных экспедиций – решение новых интересных научных задач. Например, в прошлом году студенты из Москвы приезжали изучать последствия катастрофических ливней. В этом новые задачи. В этом году объектом нашего интереса, одним из, была река Киласур, и процесс ухода части ее поверхностного стока в подземные карстовые полости. И на данный момент здесь находится 72 почти что человека, более 50 из них это студенты разных курсов, аспиранты, и это представители 5 факультетов Московского государственного университета. Большая часть географический факультет, есть у нас несколько геологов, которые как раз занимаются изучением карстовых полостей в горах, есть представители биологического факультета, они проводили работы на озере Скурча. Этот уникальный, наверное, один из самых уникальных объектов Абхазии, интересный всем специалистам. Вот эти комплексные исследования там начаты были уже давно, сейчас они продолжаются. Совместно с биологическим факультетом МГУ также физики МГУ работали. И отдельным нашим направлением является радиоизотопные исследования. Их проводят представители химического факультета университета. Московские коллеги высоко оценивают не только знания абхазских ученых, как состоявшихся, так и будущих, но и говорят, что даже технологически наши специалисты достойно оснащены. Это уровень довольно высокий, на мой взгляд. То есть мы еще, в университете есть филиалы и в Казахстане, и в Севастополе. Могу сказать, что это очень похожий уровень, а местами он гораздо более высокий, потому что местные специалисты учат их работе с оборудованием, с данными, а некоторые такое оборудование, некоторые, скажем так, приборы, которые здесь есть на базе Института экологии, Академии наук Абхазии, они уникальны даже для нас. То есть мы работаем вместе с нашими абхазскими коллегами, и это очень здорово, потому что у себя мы таких приборов не имеем. Эти экспедиции важны для абхазской науки, потому что дают возможность осваивать новые методики, новые подходы в исследованиях. И таким образом это полезное взаимодействие, которое с каждым годом приобретает все большие масштабы и все более углубленное сотрудничество. В этот раз более 60 человек участвуют в этой экспедиции, и она носит комплексный характер и охватывает не только геоморфологию и береговые процессы, но также и радиоэкологию и
планктонологию, то есть науку, которая занимается изучением биологических объектов, которые находятся в водной среде во взвешенном состоянии. И, например, подобного рода исследования в рамках этой экспедиции были проведены на озере Скурч. Немаловажен для ученых и тот факт, что результаты этих экспедиций ложатся в основу научных публикаций для ведущих изданий, как в России, так и за рубежом. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.